Согласно прогнозу филиала Рослесозащиты, резких отклонений в сторону ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесов в Ингушетии в первом квартале 2025 года не ожидается, сообщает Минприроды в своем телеграм-канале. В министерстве отметили, что основное негативное воздействие на леса оказывают погодные и почвенно-климатические условия, а также факторы антропогенного характера. Лесопатологический прогноз оценивается как положительный. Очагов вредных организмов не зарегистрировано и появление их не ожидается, подчеркнули в ведомстве. Отделение Социального фонда России по Республике Ингушетия напомнило о предстоящей индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Индексация будет производиться с учетом размера пенсии, которую пенсионер получал бы не работая. Предполагаемый коэффициент индексации 7,3%. Пропущенные индексации будут учтены после прекращения трудовой деятельности. Дополнительную информацию можно получить в клиентской службе Социального фонда России. Подать заявку на отборочный бассейн в школу 21 можно до 17 января. Обучение проходит бесплатно. Приглашаются желающие освоить навыки программирования. Есть возможность выбора направления разработки – бэкэнд, фронтенд, геймдев и мобильная разработка. Также есть возможность освоить 7 новых направлений, где знание кодинга не обязательно. В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверка или салюта. Согласно статье 20 Кодекса об административных правонарушениях России, за нарушение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч. Если в регионе был введен особый противопожарный режим, то штраф составит от 10 до 20 тысяч. Если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или среднего вреда здоровью человека, виновному грозит штраф от 40 до 5 тысяч рублей. Если же нарушение правил применения пиротехники повлекло тяжелые или несовместимые с жизнью травмы, то гражданину грозит уголовная ответственность по статье 218 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы. Ужесточается ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления и антиобщественные действия. Закон принят Госдумой в третьем чтении. Квалифицирующим признаком, усиливающим уголовную ответственность, станет вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего 14 лет, а также подобные действия в отношении 2 и более несовершеннолетних. За это будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 9 лет. В Госдуме отметили, что чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. Правительство России продлило упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года. Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций, отметили в правительстве. Упрощенный порядок поможет быстрее выводить медикаменты и медизделия на рынок, также избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Депутаты внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотин-содержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления, говорится в пояснительной записке. На прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям.